2024 в Ингушетии проходит под эгидой столетия образования ингушской государственности. В этом году мы празднуем 100-летнюю годовщину. Как раз время вспомнить общественных и политических деятелей, ученых, а также важные события, которые происходили в этот период. Как раз этим сегодня и занимаются в стенах Ингушского государственного университета. На суд экспертам в рамках конференции представили 14 научных статей. Выступления посвящены роли интеллигенции в восстановлении Ингушетии в 1992 году, упоминаниям регионов в трудах советских исследователей, истории присоединения ингушей к России. Студентка ИСТФАКа Мадина Аджиева описала в своей работе археологические памятники республики. Наивысшие так называемые башенные культуры в горных районах Ингушетии принято связывать со строительством боевых башен. Высоту боевые башни достигали 30 метров и выше. Время их активного строительства пало на самый рассвет ингушского зодчества – 15 по 17 века. Всего построено около 80 боевых башен двух видов – с пирамидальными крышами и с плоскими. А вот работа Миланы Газдеевой посвящена видному общественному и политическому деятелю начала 20 века Идрису Зязикову. Он был известным большевистским деятелем не только для ингушей, но и всего Северного Кавказа. Был активным участником создания ингушской автономии и ее первым руководителем. В честь него называют проспекты и улицы, а в родном селении его именем названа первая школа. В 1917 году Идрис Зязиков становится участником революционной борьбы в Ингушетии и часто выступает на митингах и собраниях. 20 января 1921 года был утвержден проект декрета об образовании Горской автономной Советской Республики. Согласно декрету ВЦИК, Горская Республика образовалась как часть РСФСР. Она включала в свой состав территорию, занимаемую чеченцами, осетинами, ингушами и так далее. 16 апреля 1921 года на состоящемся во Владикавказе учредительном совете Советов Горской Республики был избран высший орган власти – Центральный исполнительный комитет Горской АССР. 25 апреля того же года был избран его руководящий состав, в который в качестве заместителя председателя Президиума ЦИК был назначен Идрис Зязиков. На следующем съезде Советов Горской Республики в январе 1922 года Зязиков был избран председателем ЦИК ГА СССР. На этой должности им были сделаны многочисленные преобразования в социально-экономической сфере Горской Республики. Однако в январе 1924 года Зязиков отошел от должности председателя ЦИК ГА СССР и стал секретарем Горского обкома партии. Автор статьи говорит, не могла обойти стороной личность Идриса Зязикова. Несколько месяцев работала в архиве, проводила дни в библиотеке, изучая жизненный путь героя. На написание данной статьи у нас ушло где-то 2 месяца. Нам, естественно, помогал наш научный руководитель Кукурхоева Дугурхан Султангиреевна. И в основном я пользовалась работами Яндиева Абдул-Азиса. Это яркий пример служения народу, и Чахкиев Саид, Идрис Зязиков «Верой и правдой». Жизни известных историков, ученых, общественных, политических деятелей посвящена работа и другой участнице конференции. Малика Гандалоева в своей статье рассказала о таких личностях, как Макшарип Мужухоев, Хасолт Акиев, Муса Шишханов, Тамерлан Муталиев. В целом я не так глубоко знала о биографии этих людей, не так глубоко изучала их деятельность, а сейчас я смогла сама изучить, вникнуться в их работы, в их биографию. Я, допустим, подняла их личные дела, трудовые книги, оттуда нашла интересные факты, о которых вообще нигде не было сказано в каких-либо интернет-источниках, и смогла, естественно, этим поделиться со всеми остальными студентами. Работы студентов оценивает экспертная группа. В составе жюри руководитель Госархива, сотрудники НИИ, историки, этнографы, преподаватели университета. Все они в один голос отмечают старания участников. По каждому вопросу, по каждой теме очень интересное выступление. Работа с архивами – это отдельная работа. У нас сидит высокий профессионал Бешнах Газиков, это энциклопедия сегодня. Есть очень интересные темы по переселению в Турцию. Были историки, которые касательно работали. Мурат Базоркин в числе первых о переселении писал. Хасолт Акиев, Тамерлан Муталиев, Зуматова. И сегодня я вижу, что студентка работает. Очень надеюсь, что после окончания она получит диплом и будет работать над этой темой активно. То есть нужно отдельное целое исследование. Частью конференции стало проведение конкурса. Победу присудили работе об Идрисе Зязикове. К сожалению, посмотрели, что грамота только одна. И мы остановились на кандидатуре, которая имеет
Самое непосредственное отношение к теме, к названию, к столетию ингушской государственности на личности, которая стояла у истоков и буквально себя отдала. На докладе, который сделала Газдиева Милана Мустафаевна об Идрисе Зязикове. Официально столетие ингушской государственности мы будем праздновать этим летом. Запланировано 13 крупных мероприятий, как концерты в Ингушетии и Москве посвящают этому юбилею выставки в музеях, выступления государственных ансамблей. Муслим Ганиев, Али Зязиков, Магаз 24.